Всем привет рыбакам. Вот осень наступила. Пока с рыбалкой можно повременить. Ну и займемся какими-нибудь поделками. Вот у меня есть окунь. Был пойман на Печоре. Такой вот красавец. И я решил что-то с ним сделать. Сделать чучело. Делаю я чучело из рыбы. Ну, какой-нибудь сувенир такой приспособен. Есть у меня коряшка такая, вот в деревне привез. Как-то вот приспособим окуня под эту коряшку. Тут срез капа. Как-нибудь сделаем вместе с рыбой. Но это потом. Пока наша задача почистить рыбу изнутри, очистить всю шкуру от мяса. Ну, это будем делать из... У меня тут разрез есть уже продольный. Сейчас займусь очисткой шкуры от мяса. Ну, а потом мы его засолим. Ну, дальше увидите, что получится. Таким образом получается шкура почти без мяса. Ну что осталось мясо, пусть все не выскребешь досконально тут. Мы просто хорошо просолим шкуру. И все мясо просолится.
Ну и положим контейнер мы эту шкуру на несколько дней. Пусть она просолится конкретно. Ну а потом продолжим. Я его перевернул швом вниз и сразу поправляем плавники, расправляем. Так, приклеиваю бумажки, они расправятся. Лучше газетку, газетки нету под рукой. Это у меня обычная калька. Эти плавники надо расправлять сразу же. Просто пока сырые, чтобы она прилипла к бумажке. И придаем форму. И сразу придаем форму окуню. Остается верхний плавник у нас, да? Натянуть, может, ниткой натянуть. Просто видео. Вот в таком виде оставляем сушиться. Отправленное видео, главное все расправить, чтобы оно все засохло так, как вы хотите. Ну, оно уже подсыхает. Ну и ждем полного высыхания пены. В принципе, хорошо получилось. Более естественно. Все, ждем, когда высохнет пена. Просто видео. Ну что, прошла неделя. Вот такая получилась тушка после запенивания. Все расправилось. Теперь осталось только разукрасить его, раскрасить цвета натуральные. Это все вырежется, конечно. Как пенил, можете посмотреть, на другом у меня видео есть, как я это делаю. Здесь уже не стал это снимать. Что, попробуем раскрасить его.
Взял обычные краски гуашевые. Ну, примерно так и получится, наверное. Еще немножко подкрасить надо, конечно. Ну, пускай подсохнет. И продолжим. Ну вот подсохло. Получилось так вот немножко.
Останется лаком покрыть. И как-нибудь уже. Так, мы еще забыли глазки. Тут у меня есть набор глазок всякого размера. Возьму самые большие. Я думаю... Ага, загнулась. Ладно. Ладно, если не протыкается, проткнем иголочкой. Так вот. И вставим глазки. Немножко утопим. Как-то так получится. Ну и с другой стороны тоже. Вот так вот. Вот так вот получится. Ну что, покрываем лаком и займемся деревяшками. Ну, эти деревяшки так как-то надо посадить примерно так будет. Посажу на саморез. Вот такая получилась композиция, так сказать. Теперь покрою наноморилкой или не буду покрывать. Вот такая получилась композиция. Теперь надо покрыть лаком, наверное, все. Возьмем такую травку для аквариума. И надо подумать, как ее сюда присобачить. Будем думать. Просто приклеим.
Ну а теперь надо подумать, как это прикрепить. Задумка. Может как-то так будет, скорее всего. Сейчас подумаем. Ну а что, неплохо. Короче, приклеил его. Вот и все, супер клеем. Сейчас подсохнет и буду лакировать. Ну что, по бану получилась вот такая вот композиция. Покрыл лаком. И вот все, она готова. Такой сувенирчик будет кому-то в подарок. Лак уже высох. Ну что, до новых встреч, всем пока. Творите, пробуйте. У кого может получится лучше. Удачи на рыбалке.